Доброе утро! Начинаем эту новую рабочую неделю вместе с «Утро Якутии». Просыпайтесь вместе с нами на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Новый день с вами встречаю я, и вот о чем мы вам сегодня расскажем. Сегодня мы вместе с вами окунемся в историю и расскажем про отдаленный населенный пункт Якутии, который оставил свою память в истории Великой Отечественной войны. В поселке Чагда Алданского района есть аэропорт Учур, имеющий историю Алсиба. Письма от юных якутян продолжают поступать нашим военнослужащим. Для бойца это не просто письма, это напоминание о том, что их любят, что в них верят и их ждут. Кто сказал, что роботы не обладают способностью оценивать творчество великих мастеров? Во Владивостоке появился робот-экскурсовод. А на телеканале «Якутия-24» проходит первый интерактивный конкурс «Вот это да!». Будьте с нами в течение всего эфира, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Переходите по ссылке QR-кода, которую видите на своих экранах, узнавайте последние актуальные новости, ну и, конечно же, делитесь своими впечатлениями от наших эфиров, предлагайте темы для наших сюжетов и будьте с нами на связи. А прямо сейчас самое время узнать, какая же погода за окном. По данным на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 1,8 градусов мороза. В заречной группе от -2 до -10 градусов. В южных в это утро в Алдане -16, -13 в Нерюнгре. В Вилюйской группе 8-16, в Нижнеленских 1-8, в западных 12-18, ниже 0. В Колымо-Индигирской группе улусов от 3 до 17 мороза, в Янских 9-21, на северо-западе 11-22 градуса со знаком минус. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила -6 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный дует со скоростью 3 метра в секунду. В течение дня синоптики обещают снегопад. Ветер западный подует с порывами от 5 до 10 метров в секунду. А днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке от 0 до -2 градусов. Ежегодно 18 апреля большой отряд энтузиастов радиолюбителей во всем мире отмечает свой профессиональный праздник – Всемирный день радиолюбителя. О других интересных датах и событиях мы узнаем прямо сейчас. На календаре 18 апреля. Сегодня отмечают Международный день памятников и исторических мест, Всемирный день радиолюбителя. По народному календарю сегодня Фидул-ветреник. Считалось, что с первым весенним ветром прилетают сверчки и расселяются по огородам. На Фидула нужно было растворить окна и заговорить их специальными словами, чтобы уберечь избу от гнилых ветров, от нечистой силы, от переполохов. Впрочем, истинная причина для такого обычая, скорее всего, была самая приземленная. После длинной зимы изба нуждалась в проветривании, а теплый ветер уже не мог выстудить помещение. Этот день в истории. 18 апреля 1902 года в Дании впервые в мире была применена дактилоскопия для опознания преступника. А уже в сентябре этого же года в Великобритании отпечатки пальцев с места преступления впервые были использованы как доказательство вины по отношению к подозреваемому в преступлении. В этот день, 99 лет назад, в Советском Союзе создано Московское спортивное общество «Динамо». Оно было учреждено по инициативе группы сотрудников и военнослужащих АГПУ и создавалось как организация, предоставляющая возможность занятия спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка. Сегодня общественно-государственное объединение Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» имеет 82 региональных отделения. Причем «Динамо» — это не только хоккейные и футбольные клубы, также это клубы баскетбола, водного пола, волейбола, гандбола, автоспорта, бокса, тенниса. Общество культивирует более 70 видов спорта, из которых 44 вида являются олимпийскими. Именины сегодня у Алексея, Георгия, Марка, Николая, Платона и Семена. Сегодня особенный день. Жителей столицы могут оценить труд ведущих умов стройкомплекса
и путь длиной в 4 года. В Якутске стартуют продажи квартир в новом жилом комплексе с романтичным названием «Золотой час». Рассказать о комплексе к нам пришел руководитель отдела продаж застройщика ООО «Спецзастройщик» А112 Мария Степанова. Доброе утро. Доброе утро. Ну, для начала расскажите нам, что же такое жилищный комплекс «Золотой час». Жилой комплекс «Золотой час» – это квартальная застройка, это то есть не только один какой-то дом, это полностью запроектированный квартал, в котором будет все необходимое. То есть предусмотрены парковочные места, детские площадки, пешеходный бульвар, где комфортно могут проводить время люди. Здорово. А вот кем данный проект был реализован? Очень сложный вопрос, потому что реализован он очень многими людьми. Сами понимаете, за 4 года это и изыскание, и проектировщики, проектировка такого-то уровня, проектировка рабочего варианта, потом есть верхний дизайн, там коммуникации, финансисты, экономисты, юристы. Это огромное количество людей. Сейчас на экранах наши телезрители могут видеть, как выглядит проект жилищного комплекса «Золотой час». Ну и для тех, кто в городе живет, расскажите, во-первых, где он находится, для тех, кто планирует переехать в столицу, где можно это увидеть, сколько квартир, сколько семей получат свое место, свой «Золотой час». Значит, наш жилой комплекс «Золотой час» будет строиться на Вилюйском тракте, 4-й километр. Он непосредственно находится рядом с зелеными насаждениями. В этом плане экологически он гораздо более благоприятный. Что еще? В первую очередь мы сдаем всего лишь 237 квартир. Дом будет состоять из 2 секций, и при этом у нас есть очень много фишек внутри. Да? Дом не просто очень красивый, мне кажется, вообще он на данный момент один из самых красивых домов. Называется «Золотой час». Просто сама увидела его в первый раз в проекте и влюбилась. Но помимо этого очень много таких моментов, как продуманный паркинг на 1-м этаже, торговый комплекс, где будет все необходимое, потому что жилой комплекс строится по принципу город в городе, да, то есть не обязательно из-за каких-то небольших моментов нужных, да, нужно куда-то выезжать. То есть и торговые помещения, есть и фитнес, и кафе, да, запланировано все в одном месте. Плюс запланировано там строительство школы, то есть дети, которые живут в этом квартале, они могут ходить вот буквально рядом с своей школой. То есть это город в городе, инфраструктура развита полностью? Она именно формируется, да, то есть она на данный момент ее нет, но инфраструктура, начиная абсолютно новых коммуникаций, которые будут проводить все с нуля, все продумано там. Ну, для нашего города это сравнительно смелый шаг, наконец-то приблизиться к тем застройкам, которые сейчас практикуют в центральной части России. Да, совершенно верно. То есть там будет продумано абсолютно все. Например, это умный дом. То есть на данный момент большинство людей фотографируют свои счетчики, отправляют в управляющую компанию, а тут они будут автоматически сниматься и отправляться в управляющую компанию без вашего участия. Еще и система «Умный дом» будет подключена. Да. И помимо этого, например, противопротечная система. То есть если датчики уловили, что у вас, допустим, течет что-то, автоматически будут перекрываться клапаны, и таким образом риск, что вы затопите соседей, такого, например, не будет. Или там будет система, скут-система, то есть карта жильца, и вы по этой карте можете проходить абсолютно везде. Да? То есть вам даже не обязательно доставать домофонный ключ из кармана, например, зимой. Вы просто сумку подносите и проходите мимо. Это действительно очень удобно. Но кроме того, что все блага цивилизации будут для жителей этого квартала предусмотрены, также, насколько нам известно, еще произойдет застройка соснового леса. Да, мы, например, собираемся там увеличивать вот зеленые насаждения, поддерживать то, что там есть, и при этом основной фишкой вот «Золотого часа» будет именно пешеходная бульварная зона, где не будет машин. То есть машины будут проезжать везде, вокруг квартала, то есть не везде, а вокруг квартала, но внутри, вот где центральная часть, вы можете абсолютно чувствовать полную безопасность, что машины не проедут, там никакого риска для ваших детей, вы можете спокойно их отпускать. К тому же территория квартала будет полностью огорожена. Какие-то современные системы безопасности будут еще предусмотрены во дворах данного квартала? Естественно, у нас еще будет видеонаблюдение, и к тому же в нашем доме эксплуатируемая кровля, да, то есть детская площадка будет непосредственно находиться внутри здания, вот наверху. И, кстати, у нас есть несколько квартир, буквально вот несколько штук, которые будут с собственной террасой.
Здорово, это действительно очень интересный проект. Индивидуальное газовое отопление будет ли предусмотрено в данных квартирах? В данных квартирах индивидуального газового отопления не будет. Весь мир уже от этого отходит. У нас центральное отопление, и это имеет много разных преимуществ. Вам не надо беспокоиться, что там с вашим котлом. Специальный тариф для тех людей, у которых нет газа, по электроэнергии он гораздо ниже. Кому этот микрорайон подойдет? Ну, мы уже поняли, что детские площадки предусматривают семьи молодые, с маленькими детьми. Кому еще? Ну, я так представляю, что люди, которые живут в этом квартале, во-первых, там нет однокомнатных квартир или студий по 20 квадратных метров. То есть там у нас квартиры начинаются от двухкомнатных. То есть это человек, наверное, который стремится к комфорту, это человек, который стремится к безопасности, человек, который хочет жить в красивой среде, да? Потому что то, где мы живем, это формирует нас как личности, это влияет на нас. Также данный проект еще был сформирован с московскими специалистами. И, насколько нам известно, еще архитектурные и дизайнерские какие-то приспособления, они будут предусматриваться также. Красивый рассвет можно будет наблюдать. Да, жилой комплекс называется «Золотой час», и эта идея возникла не просто так, потому что вот наш генеральный директор Василий Васильевич Иванов, он, например, профессиональный фотограф. Дизайн делала Ксения Николаева, очень известный специалист, и совместно у них такая родилась идея замечательная, когда, допустим, у нас очень холодная зима, не хватает света, и дом, он сам золотистый, светится изнутри. Помимо этого можно наблюдать очень красивые рассветы и закаты, например, с видом на Чичур-Муран. То есть там предусмотрено. Помимо этого всего у нас есть квартиры с панорамными окнами. Ух ты! То есть они будут не просто панорамные, они будут, во-первых, панорамные, во-вторых, они арочные. Да? То есть я, когда вижу, что вот человек, который купил эту квартиру, и он утром просыпается, он смотрит на рассвет из такого окна, мне кажется, этот человек может уже свернуть горы. А также, отходя ко сну, он может видеть красивейшее северное сияние. Ну и, как мы уже сказали, старт продаж начинается сегодня. Для всех, кому интересно, кто хочет быть в одном из числе из первых людей, кто получит свой золотой час, куда можно обращаться? Мы всех ждем на Мосова 18. Это со стороны Газпромбанка. Вход на первом этаже. Офис 102. Для тех, кто не сможет, допустим, прийти к нам ногами, у нас есть замечательный сайт, на котором расписано абсолютно все. Вы можете увидеть там проектную документацию, все планировки, выбрать шахматки, как оно выглядит поэтажно, как оно выглядит на этаже, полностью все квартиры. Большое вам спасибо за то, что в это утро вы столько интересного нам рассказали. Ну а мы двигаемся далее. Прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги с последними актуальными новостями. Не переключайтесь. Якутия, доброе утро, коллеги. Сейчас блок новостей. Штраф до 1 миллиона рублей грозит в Якутии за несанкционированный выезд на лед. В регионе с потеплением поэтапно закрываются ледовые переправы. Как сообщает Минтранс, будут проводить рейды и патрулирование. Водителей за несанкционированный выезд на лед оштрафуют. Так, для граждан размер штрафа составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц от 20 до 50 тысяч, а для юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Напомню, в минувшие выходные проезд для всех видов транспорта запретили на переправах Якутск-Нижний Бестях и Кангаласы-Сотенцы. А накануне перестали работать в переправах Атаса-Павловск и через реку Вилюй. Якутянам, участникам специальной военной операции, передали пологи для защиты от тепловизоров. Они помогут сделать бойцов невидимыми на линии соприкосновения. Защитные пологи от тепловизоров передали 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде представители постпредства Якутии по Дальнему Востоку. Они разработаны якутской компанией «Хатутент». Пологи помогут сделать бойцов невидимыми на линии соприкосновения для врага. Также бойцам воинские части и госпитали передали продукты, необходимые в быту вещи и сувениры.
С улиц Якутска за минувшую неделю откачано 1660 кубометров талых вод. Фекальные машины на откачке улиц работают в усиленном режиме. В 2 смены по 12-13 машин. По данным руководителя МУП «Жилкомсервис» Юрия Спиридонова, суточные объемы откачки в 2,5–3 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Глава города Евгений Григорьев поручил привлечь дополнительно сторонних подрядчиков, увеличить количество машин на откачке талых вод. Кроме подрядчиков, к работе также будут привлечены предприятия города и республики. Это позволит увеличить количество машин на откачке талых вод с улично-дорожной сети Якутска до 30. Ежедневно у нас объем откачки растут. Если вчера мы откачали 600 кубов, сегодня уже планируем более 800 кубов откачку. Завтра, соответственно, еще будет больше помогать подрядчики. То есть в сутки у нас выходит от 23, 22, 24 АСМ. Этот год у нас был аномально снежным, очень большое количество осадков. Если мы проводим параллели с прошлым годом, то у нас объем откачки увеличились 3–3,5 раза. Всего 17 пригородных хозяев занимаются овощеводством. Например, в хозяйстве «Долина» летом планируют посадить различные сорта овощных культур в 33 теплицах. Для этих целей построят 10 новых теплиц. А в действующих постройках уже посажены более 100 тысяч растений. Из этого числа большая часть саженцев – это рассада огурцов. В теплицах круглосуточно поддерживается тепло, внутри плюс 25 градусов. Если прошлым летом только за 1 месяц собрали 180 тонн огурцов, то в этом году намерены собрать в 1,5 раза больше. В этом году мы посадили около 70 тысяч рассад чисто огурцов, около 50 тысяч рассады помидора. И по мелочи, если считать, там кабачки, баклажаны, перцы, дыни, арбузы тоже посадили. Их уход, главное держать вечернее, ночное время температуру. А температура в теплице не должна быть ниже минус 25 градусов. На руках у меня 7 договоров, составленных на этот год. Думаю, еще ближе к сезону рестораны, магазины тоже будем созваниваться, будем заключать договора, будем ездить на доставку. В 4-м квартале года в России начнут выпускать бионические протезы нового поколения. Так, по словам руководителя человека-машинных интерфейсов компании «Моторика» Михаила Сенцова, в современных протезах уже используется искусственный интеллект. Однако сегодня, чтобы управлять мелкой моторикой руки, нужно предварительно программировать движение каждого пальца в приложении на смартфоне. В новых протезах управление рукой будет интуитивным, как будто у человека нет травмы. Это достигается благодаря тому, что впервые будут использоваться оптомиографические датчики, а не электрографические. То есть задействованы окажутся не только мышцы, а кожа, связка, кровотоки. Письма от юных якутян продолжают поступать нашим военнослужащим. Послушайте, какие искренние слова пишут дети. Для бойца это не просто письмо. Это напоминание о том, что их любят, что в них верят, что их ждут и ждут с победой. Такие доблестные солдаты, как ты, наша Родина в безопасности. Мы вас поддерживаем. Я сожалею, что меня с вами нет, что я не могу помочь вам. От Жени Воскличева. Женя, твое письмо дошло до нас. Спасибо тебе за поддержку. Саллах косурук, дорогу форсут солдат. Я вас перекей не легитен собевен. Мин Максим Демин молоко состарты. Юрий Габитерман спешнас болом дел. Кинехтаб Аллах татами. Агар пикетив тмунна балаханату. Не сдавайся, не забывай, что ты сражаешься за Родину, близких и родных людей. Знаешь, что тебя любят, желаю успехов и скорейшего возвращения. Большое спасибо, ведь ты защищаешь нашу страну от врагов, чтобы я спокойно спал, учился и мечтал о будущем.
Коля, спасибо тебе огромное за письмо. Буду хранить. Спасибо большое, ребята, что присылаете нам такие письма. Это правда нас греет, радует. Мы двигаемся далее. С добрым утром, наши дорогие телезрители. Надеемся, настроение у вас бодрое, яркое и солнечное. Да, именно солнце, особенно весеннее, задает нам правильное настроение, наполняет нас энергией и, конечно же, создает нам настроение в течение всего дня. Ведь за долгую зиму все уже очень соскучились по солнцу. Не зря светило, даже в народных сказках воспевается. И сегодня об одном из такой сказки речь пойдет в нашей рубрике «Книжная полка». Доброе утро! Сегодня в рубрике «Книжная полка» я вам хочу рассказать о сборнике сказок под названием «Сказки о солнце». Одна из сказок этой книги о юноше и его матери. Юноша зовут Берген. Он охотник и очень любит рыбалку, а его мать уже пожилая женщина. Она всегда сидит дома и готовит ему еду и шьет одежду. Как-то раз Берген возвращается домой и видит слезы на глазах у мамы и спрашивает, почему она плачет. А мама ему отвечает, то, что уже больше не может шить ему одежду, так как ее зрение ослабло, и свет, который есть, ей уже не помогает. Тогда Берген решился достать самую яркую звезду из неба. Он залез на самое высокое дерево, ему послышался женский голос позади себя, а там оказалась небесная удаганка. Берген рассказал ей историю своей матери, то, что она уже пожилая, и ей не хватает света в доме. Тогда небесная удаганка его пожалела и решила ему помочь, но при одном условии, то что он выполнит ее поручение. Берген это сделал, и тогда небесная удаганка подарила ему самую яркую звезду с неба. Это одна из сказок в этой книге. Все сказки очень интересные, всем советую прочитать эту книгу. Ну и кроме того, что солнце наполняет нас энергией, оно еще и пригревает землю, где скоро зацветут прекрасные цветы. Кстати, знаете ли вы историю самого прекрасного в мире цветка – розы? Первые исторические свидетельства появились во втором тысячелетии до нашей эры на Крите, где розы изображались на дворцовых стенах. Этот цветок ценили все древние цивилизации. Из ее лепестков древние лекари изготавливали лекарства и косметические средства, ее плоды – шиповник – использовали как четки. Доброе утро, дорогие телезрители! Наверное, всем известно, что царицей цветов является роза. Конечно, мы не будем оспаривать это суждение, зато давайте поинтересуемся о том, как же появилось название этого прекрасного цветка. А поможет нам узнать этимологию или происхождение слова «роза» замечательная книга, классика научно-познавательной литературы для детей и юношества Льва Васильевича Успенского. Эта книга называется «Почему не иначе?». Так вот, по мнению Льва Васильевича, роза – это цветок, который пришел к нам из Передней Азии. Оттуда же, из Ирана, длинным кружным путем дошло до нас и имя этого цветка. Греческое «родон», латинское «роза», французское «роз», немецкое «роза» – вот этапы этого пути. Поэты, нужно отметить, издавна считали это название одним из самых благозвучных в нашем языке. Иными словами, в русский язык слово «роза» пришло из немецкого языка «die Rose». А в немецкий язык оно попало тоже кружным путем из латинского языка. Оно пришло из греческого языка, и в греческом языке роза звучала как «родзон».
нужно сказать, что и греческий язык не был конечным пунктом возникновения этого слова. В Грецию слово переникло из персидского языка, а сами цветы в Персию пришли из Индии. О розе сложено немало легенд. Так, согласно древнегреческой мифологии, белые розы возникли из пены в тот момент, когда богиня любви и красоты Афродита купалась. С приходом в Европу христианства роза заняла достойное место среди символов этой религии. Согласно преданию, архангел Гавриил принес Деве Марии 3 венка роз. Белый венок обозначал радость. Венок из красных роз обозначал страдания, а из желтых – славу. Давайте говорить правильно. Всего доброго. Кто сказал, что роботы не обладают способностью оценивать творчество великих мастеров? В Приморской картинной галерее решили развеять этот миф и приняли на работу первого во Владивостоке диджитал-экскурсовода. Робот сопровождает посетителей по залам музея, рассказывает об экспонатах, отвечает на вопросы и даже исполняет танец на прощание. Робот-экскурсовод умеет распознавать человеческую речь и лица, а также делает фотографии посетителей, которые они потом смогут получить на электронную почту. Это, конечно, интересно, да, то есть увидеть впервые такую реакцию, это очень необычный опыт. Мне кажется, это больше будет интересно именно для детей и, например, для более взрослого поколения, которые никогда с таким не сталкивались. Пока что у робота нет имени, поэтому галерея объявила конкурс. Под постом в социальные сети музея можно было оставить свой вариант до 14 апреля, победитель которого определят 21 апреля. Тот получит персональную экскурсию от робота, а также сертификат и карту клуба друзей картинной галереи. Сегодня мы вместе с вами окунемся в историю и расскажем про отдаленный населенный пункт Якутии, который оставил свою память в истории Великой Отечественной войны, а именно про село Чагда Алданского района. Сегодня это маленькая деревушка, а когда-то она была целым поселком городского типа и проживало здесь более 1000 людей. В чем историческая значимость этого населенного пункта, мы расскажем далее. Все мы знаем, что Якутия внесла свою лепту в победе над фашистской Германией и войне между Японией. История Якутии тесно связана с проектом «Алсип». «Алсип» – это воздушная трасса между Аляской и Советским Союзом, построенная и начавшая действовать в 1942 году. Так, в начале 1945 года до поражения Германии оставались считанные месяцы. Стало ясно, что война с Японией неизбежна. Вот тогда и была построена воздушная трасса Якутск-Хабаровск протяженностью 1560 километров с 3 промежуточными аэродромами: Учур, нынче село Чагда Алданского района, Тако и Икимчан, поселок в Амурской области. Также строилась и обходная трасса Киренск-Учур-Магадан протяженностью 2550 километров. Аэропорт тогда еще Учура был перевалочным, он не был основным, но здесь была построена целая база. Сегодня здесь до сих пор сохранились здания аэропорта тех времен и несколько жилых домов летного состава. Со слов родителей, и вообще разговоры были. Аэропорт строили военнопленные и были сосланы, и якобы с Аляски должны были быть перевозки, вот с Америки во время войны, когда шел груз и все, запасной аэродром строили наш. Там столько много цистерн, там целые горючие материалы, там бензин, хранение. Знаете, там огромная площадь там за портом есть у нас. Здесь была приводная там, сигнал, где подаются, чтобы именно куда самолет шел. Там на горе. Вот здесь. Здесь тоже стояла, тоже самая приводная, только для самолетов. Самолет, допустим, летит высотник. Он знает, что он пролетает этим курсом. Вы сейчас не видите, что до сих пор курсом летает этим, и летает, и летает. И потом тут, говорят, бочки где-то большие есть, цистерны. Это ГСМ, в той стороне. Там 1000.
Они до сих пор здесь? Они стоят здесь. Приходили танкера, заправляли это все. Мы потом на этих бензовозах заправляли самолеты. Вертолеты с самолеты. Аэропорт после войны эксплуатировался вплоть до середины 90-х годов, но потом он пришел в упадок. Штаты сократили, финансирование урезали. Ну, я приехал сюда в 93-м году. Вот, аэропорт работал. Там были все, и самолеты, и вертолеты, чебурашки, Антоны, Ми-6, Ми-8. Все садилось здесь. Вот. Я был бригадиром там. Да, по спецмашинам. Вот. А потом маленько хоп, и его одно, другое, третье взяли и потихоньку свернули. Аэропорт был 4 класса. Летали вертолеты всех типов, начиная с маленьких, заканчивая Ми-6. Летали самолеты Ан-2, Л-410. Полоса хватало, полоса была длиной почти 1100 метров. Объемы перевозок были очень большие. Летали пассажиры с приписных площадок, с Кутаны, с Бельгачей и нашего поселка. Стояли, работали самолеты и вертолеты на геологов, на старателей. Так что работы хватало всем. Сегодня, по словам Владимира, действует лишь одна полоса, и то она уже приходит в негодность. Самолеты летают не так часто, в основном лишь в межсезонье, ну или санрейсы. А само здание аэропорта без ремонта с каждым годом только ветшает. В 2015 году сюда с экспедицией приезжали сотрудники якутского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, осмотрели здание и зафиксировали все дефекты. И сегодня специалисты предлагают отреставрировать объект, но пока дальше намерений дело не идет. А пока власти думают, уникальный исторический объект с каждым годом разрушается все больше. Напомним, аэропорт входит в Госреестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Дмитрий Тымыров, Юрий Осипов, Джулустан Иннокентьев, Владимир Павлов, Чагда, Алданский район. На календаре 18 апреля, и сегодня отмечают Международный день памятников и исторических мест. И данную тему, а также тему прошлого сюжета мы продолжим с нашим гостем. В гостях у нас Руслан Васильевич Васильев, председатель Совета Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Доброе утро. Доброе утро. Роман Васильевич, продолжая тему трудовой славы, не так давно городу Алдану было присвоено звание «Город трудовой доблести», потому что в годы Великой Отечественной войны в городе Алдане было поставлено почти 16 тонн золота, слюды и горного хрусталя, то, что укрепило обороносность нашей страны. И совсем недавно также городу Якутску было присвоено звание «Город трудовой доблести». Вот что касается нашего города, какие показатели способствовали тому, чтобы это звание присвоить, и какие, может быть, объекты говорят о трудовой доблести и боевом участии города Якутска? Ну да, действительно, у нас два города, которые имеют такой статус, серьезный очень, да. А чтобы получить такой статус город трудовой доблести, необходимо соответствовать 3 критериям. Это согласно указа президента Российской Федерации. Первое – это предприятия должны быть награждены Государственным комитетом обороны, орденом, да, или переходящим красным знаменем. Второй пункт – это награды тружеников этого города, да, и третий – это документально подтвержденный вклад горожан в победу нашу. Да? Вот 3 критерия. И вот этим 3 критериям соответствует и город Алдан, и город Якутск. То, что вы сказали. Да? Вот, скажем, наши горожане и вообще республика, они со своих денежных средств было создано 2 колонны, танковые колонны. Это почти 110 танков. Представляете, вот это вклад очень серьезный такой. Это просто один момент только. А вот я бы хотел сказать, что связывает Алданский район, город Якутск. Да, вот буквально сейчас прошел сюжет о аэропорте Учур. Да, это как раз у нас находился штаб первой авиационной
перегоночной авиадивизии, да, вот, как раз которая занималась и перегонкой этих самолетов из Америки на фронт. И за все годы, это 3 года, просуществовала она была секретная линия Алсиба, и даже авиадивизия гражданской авиации. Представляете, да? Нигде не афишировал, что это военные самолеты перегоняли. Поэтому это было очень секретно. И вот почти больше 8 тысяч самолетов было перегнано, да, за это время. И по итогам в 1944 году как раз авиадивизия была награждена орденом, именно Комитетом государственной обороны. И как раз в Учуре находился аэропорт. Да, вот одно время, когда в разгар войны самолеты гнали на Западный фронт, да, вот именно для войны с германским фашизмом, а когда уже в 1945 году уже как бы война подходила к концу и было понятно, то уже назревал фронт уже с милитаристской Японией. И вот как раз часть самолетов уже перегонялась в сторону на восток, на наш, это Владивосток, Хабаровск, именно для тех авиадивизий, которые принимали участие в войне с японским милитаризмом. Да? И вот как раз там и служил, Учур был одним из тех аэропортов. Насколько эта тема уже историками изучена? Где есть подтверждения, наблюдения, находки? Да, вот, конечно, эта сложность в чем заключается? Все-таки вот я когда сказал, что это была секретная трасса, да? Поэтому документов таких прямо как бы в доступе нету. Но тем не менее очень как бы характерные постройки аэропортов, да, это был определенный как бы проект, и они все отличались, эти аэропорты, даже сегодня можно заметить, скажем, в городе Якутске у нас так называемый теремок, да, у них нет, в Якутске, возле аэропорта Якутск, там, да, вот такой магазин, вернее, теремок стоит, мы у нас в народе называется теремок, да, это как раз по проекту Алсиба строилось. Такой же аэропорт в Учуре, скажем, да, сохранился. У нас в Алекминске сохранился такое здание. Еще здание имеется в Аймеконе, в аэропорту Тамтор, в Тамторе, да, находится. Поэтому, конечно, задача наша вот эти все объекты сохранить. И вот не зря в сюжете поднимает вопрос, что это объект культурного наследия, и хотелось бы его реставрировать. Ну как, да, вот. И об этом и дальше пауза возникает. А дело в том, что, ну я вот, правда, точно не знаю, но мне кажется, что это здание аэропорта, оно не на балансе находится аэропорта, да? Вот задача-то в чем? Вот мой совет, скажем, да, вот обязательно надо взять на баланс, чтобы это числилось здание за кем-то. Тогда у Алданского района возникает, конечно, возникает возможность профинансировать бюджет, потому что если, представляете, если Алданский район начнет финансировать работы по реставрации, то это будет нецелевое использование, нарушение бюджетного кодекса. А ведь надо все сделать по закону. Значит, во-первых, взять на баланс, тогда получается возможность провести обследование этого объекта, да, разработать проектно-сметную документацию и потом ставить вопрос о финансировании. Возможно, финансирование даже из федерального бюджета. Вот буквально сейчас решается вопрос реставрации дома Серго Орджоникидзе. Вот Улус Хангаласский взял его на баланс, разработали проектно-сметную документацию и далее поставили вопрос о финансировании. И сегодня уже Министерством культуры, ну, с федерального бюджета выделяется 36 миллионов на реставрацию этого объекта. Ну, это очень сложная тема, конечно, но... Ну, надо двигаться в этом направлении. Надо двигаться в этом направлении, вы действительно правы, но мы продолжаем тему как раз-таки трудовой доблести нашей республики. И в Якутске находится Центр управления полетов перегонов, штаб-1 перегоночной авиадивизии и управление воздушной трассы 4-й перегоночной и 8-й транспортной авиаполк. Вот расскажите об этом подробнее. Вот как раз... Историческое значение, да, какое представляет? Представляете, в Якутске был сосредоточен, да, вот именно штаб перегоночный, да, штаб полностью, это значит, отслеживали от Соединенных Штатов Америки, контролируя, и до Красноярска эти самолеты перегонялись. И вот здесь как раз я то, что вначале говорил, была первая авиационная дивизия, да, вот она как раз занималась перегонкой. И плюс еще существовало 5 полков, которые перегоняли от одного участка до другого. В Якутске располагался 4-й авиаполк, который уже самолеты перегонял дальше в сторону Красноярска. Да, вот, и поэтому благодаря
этому Алсибу, да, после войны, когда Алсиб уже прекратил свою деятельность, вот эта вся техника, это все передавалось гражданской авиации. Да? И вот благодаря только Алсибу у нас наша гражданская авиация получила мощнейшую базу. Это оборудование, это кадры, да? Это постройки. Это же все строилось, да? Это аэродромы, да? И это все передалось нам, гражданской авиации, да? И поэтому вот получился очень мощный скачок в развитии гражданской авиации. И вот Кузьмин, а он как раз, наш легендарный летчик Кузьмин, он как раз занимался перегонами этих самолетов, а потом он и возглавил авиаотряд, якутский авиаотряд. Понимаете, это все увязано и связано. И поэтому из всех объектов, которые были построены, а ведь у нас многие не знают, что, скажем, авиагруппа. Все говорят, авиагруппа, а почему авиагруппа называется микрорайон этот, да, это вот в сторону, скажем так, Даргалаха там, да, постройки, а потому что там проживал как раз летный состав, обслуживающий состав как раз этого Алсиба. Но я думаю, в скором времени для многих из жителей, гостей нашего города внесется ясность в тех или иных микрорайонах, потому что сейчас вы работаете над таким проектом, как на объектах культурного наследия устанавливают информационные таблички. Да, совершенно верно. Как раз сегодня мы даем старт. Да? И по всей республике должно быть размещено, укреплено 344 таблички информационные именно на объектах культурного наследия. И мы этот как бы старт дадим на площади Победы именно на постаменте танка. Т-34, как раз вот те танки, на которые собирали деньги, свою заработную плату отдавали горожане наши, города Якутска и всей республики. И я думаю, сегодня в 14 часов мы эту акцию такую сделаем. И вот как раз мы это готовим полностью. Вот по городу Якутске будет примерно размещено 15 таких табличек, чтобы люди знали. Потому что иногда люди не знают, стоит памятник, да? А что же за памятник, кому посвящен, допустим, кстати, да, данный Шафер, да? Вот, каждый день мимо него хожу. Да, и непонятно. А здесь уже будет небольшая информация, что он основатель, да, космофизического института, да, и это объект культурного наследия, который охраняется государством. Кто вам помогает в реализации данного проекта? Сколько человек над ним работает? Здесь, конечно, это совместный проект, это департамент по охране объектов культурного наследия, это наша общественная организация ВАЙПИК, это Всероссийское общество охраны памятника истории и культуры. Здесь будут участвовать и волонтеры культуры, и школьники, да, вот, города Якутска, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны локальных войн. В общем-то, такая гражданская общественная акция, да, по сохранению нашей исторической памяти. И самое-то главное, я считаю, что мы не ради себя делаем, а ради будущих поколений. И в этом есть преемственность поколений. И хотелось бы, чтобы вот это заложенный как бы старт, он продолжался всегда. Руслан Васильевич, большое вам спасибо. Во-первых, поздравляю вас с праздником, Международным днем памятников и исторических мест. Ну и спасибо, что в это утро вы нашли время и пришли к нам и столько всего много интересного и полезного нам рассказали. Спасибо. Ну а всех поздравляю великим днем, Днем памятников и исторических мест. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. В Минздраве предложили создать возможность проводить медицинские осмотры и диспансеризацию по месту работы и учебы. Медосмотры помогают выявить опасные заболевания на ранних стадиях и не дать им развиться. Чтобы пройти обследование, необходимо выделить день и отправиться в поликлинику, к которой человек прикреплен. Но из-за графика работы или домашних дел граждане часто откладывают визит в медучреждение. Чтобы сделать медицинские осмотры более доступными, Минздрав и предложил создать возможность пройти обследование по месту работы, а для студентов по месту учебы. Организовать такую возможность обязуют региональные власти. Народный фронт продолжает масштабный проект «Все для победы». Жители республики помогают своим землякам, которые участвуют в специальной военной операции. Средства на покупку необходимых вещей для бойцов собирают на сайте проекта. Поддержать их может каждый. На сайте имеется необходимая информация о том, какие и где принимаются вещи, каким образом можно перечислить деньги. Тут же можно проследить, как идет доставка гуманитарных грузов. Руководитель Народного фронта в Якутии Валерий Лютый поблагодарил всех, кто подключился к данному проекту и внес свою лепту.
Мы сейчас на последний телемарафон, проведенные средства, закупили 2 автомашины повышенной проходимости. Они уже погружены на платформы ЖД в городе Беркакит. Нам помогали казаки, боевое братство. Ну и, конечно же, вся республика помогает. Мы знаем такие фонды у нас, когда у нас Якутия, мы с тобой, и другие общественные организации, Общественная палата. Всем вам большое-большое спасибо. Спасибо диаспорам, армянской диаспоре, татарской диаспоре, всем, кто помогает. Доля новых китайских автомобилей у дилеров на Дальнем Востоке и в Сибири на фоне ухода европейских марок за последний год выросла с 10 до 50%. Российские марки тоже выросли с 18 до 25%. В европейской части России процентное соотношение отечественных авто изменилось еще сильнее – с 20 до 40%. Отмечается, что количество новых корейских машин заметно сократилось с 25% в начале прошлого года до 15% на март этого. Доля машин европейских марок у дилеров снизилась с 27 до 6%. Фактически европейские автомобильные бренды ушли с рынка. Жители Якутии могут пройти бесплатное обучение по федеральному проекту «Содействие занятости». Данная программа направлена на поддержку в получении новой профессии и последующем трудоустройстве или закреплении на рабочем месте. Обучение бесплатно для нескольких категорий, таких как безработные граждане, работники, находящиеся под риском увольнения, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, женщины, имеющие детей до 7 лет и не состоящие в трудовых отношениях, а также пенсионеры и предпенсионеры. Подать заявление можно на портале «Работа в России». У нас в этом году, получается, есть 4 программы переподготовки. Это у нас Госмуправление, управление персоналом, бухучет и юриспруденция. А также есть одна программа повышения квалификации менеджмент в образовании. Также хочу отметить, что вот этот список курсов, возможно, будет расширяться в зависимости от требований рынка труда. На этой неделе в Якутии стартует весенняя охота с подсадной уткой. Так, с 21 апреля стартует сезон весенней охоты с использованием живых подсадных уток. С пятницы поохотиться с манной птицей разрешат в Вилюйской группе улусов, а также в Горном, Ленском, Мирнинском и Аймиконском районах. В остальных улусах с 24 апреля. Охота с подсадной уткой в последние годы набирает особую популярность у якутян. Даже появился новый вид деятельности по разведению уток для этих целей. Подсадных птиц продают от 5 до 10 тысяч рублей, а также сдают в аренду. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Беги, Бобик, беги! В Москве прошел кросс собак с хозяевами «Быстрый пес». Более 200 человек совместно со своими питомцами вышли на дистанцию в 2 километра в московском парке Вицевский лес. Хозяева и мокрые носы различных пород стартовали по несколько пар с интервалами между группами, а победителей и призеров забегов определяли по личному времени. По правилам состязаний собака должна находиться на поводке на протяжении всего забега. Это очень классная идея, потому что таких забегов не так много происходит. Собака бегаем достаточно регулярно, и хочется вырваться, скажем так, на свободу и со всеми побегать. Главное, чтобы у нас был хороший контакт с собакой. А когда собака счастлива, то счастлив и хозяин. Поэтому наш результат – это просто отличное настроение собаки и хозяйки. Мы любители, мы не такие профессионалы. Так что, спасибо всем. Ну и у нас порода такая не особо спортивная, так что нам перенапряжение лучше не испытывать, но сегодня 2 километра не такая уж большая дистанция. Победителем забега среди мужчин стал Сергей Носов, который преодолел дистанцию за 6 минут 49 секунд. В женском зачете выиграла Алина Ромашова с результатом 6 минут 50 секунд. Как сообщили организаторы кросса, все полученные от участников средства передадут на благотворительную помощь бездомным животным. На телеканале «Якутия-24» проходит первый интерактивный конкурс «Вот это да!». 16 апреля состоялся эфир исполнителей от Ленского района, где победу, по мнению жюри, одержала Анастасия Гришина. Второго победителя определит СМС-голосование телезрителей, которое продлится до 20:00 по городу Якутску в эту пятницу.
В прошедшую пятницу завершилось голосование по Нерюнгринскому району. Победу одержал Сергей Батин. Таким образом, от Нерюнгри в финал конкурса «Вот это да» вышли Наталья Бабайцева и Сергей Батин. Дарья Алексеева. Участник номер 3 Алена Нечаева. Участник номер 4 Вячеслав Константинов. Участник номер 5 Оксана Сидорова. Участница номер 6 Карина Табарова. И участница номер 7 Яна Забелина. А в Алданском политехникуме заиграл и заикрился калейдоскоп профессий. По таким названиям прошла районная игра КВН, посвященная сути разных специальностей. Картинки в необычном калейдоскопе складывали школьники и студенты. Увидела игру и наш корреспондент Татьяна Вахнина. Актовый зал Алданского политехникума стал площадкой разных специальностей. Здесь состоялась районная игра КВН под названием «Калейдоскоп профессий». В игре приняли участие 3 команды. С хозяевами площадки весельем и находчивостью померились студенты медицинского колледжа и учащиеся школы номер 2. Инициатором проведения КВН выступил Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи. Проводится целенаправленной комплексной профориентационной работы и укрепление взаимосвязи профориентационных и образовательных услуг с учетом развития Алданского района. Участие в КВН предполагало серьезную подготовку. Ребята изучили массу специальностей, вникнув в суть каждой. Студенты представили визитные карточки и выполненные домашние задания. Отдельное испытание было приготовлено капитанам команд. Наиболее захватывающим стал последний этап. Вместе с участниками, зрителям, болельщикам и судьям довелось прожить один день из жизни профессионала. Готовились недолго. Мы ожидать можем только лучшего. Профориентационная работа в учреждениях образования ведется в течение года. Старшеклассники получают информацию о сути различных профессий и о ситуации на рынке труда, а студенты знакомятся со спецификой деятельности местных предприятий. Мы работаем и со школьниками, да, и с родителями школьников, и с нашими студентами. Со следующей недели мы начинаем еще экскурсии, различные предприятия. Игра КВН завершилась, и в калейдоскопе профессий сложилось множество картинок. По итогам всех испытаний победила команда политехникума. Серебро завоевала школа номер 2, а замкнул тройку лидеров медицинский колледж. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. Между тем, в Уснере лыжников увидишь нечасто, но Всероссийская гонка «Лыжня Россия» вновь вызвала широкий интерес. Ее проводят ежегодно с 1982 года. Цель – привлечь население разного возраста к занятиям лыжным спортом, а также пропаганда здорового образа жизни. Продолжит Светлана Поцелуева. Участники забега составили несколько возрастных групп, разбились на женские и мужские команды. Среди участников мы увидели главу поселка и работников его администрации. Как Путин сказал, россияне должны 70% заниматься спортом. И мы хотим этого сделать. Все равно спорт всех сближает. Спорт это здоровье, спорт это мир. Поэтому мы тоже хотим вместе с нашими детьми, взрослыми, с фанатами спорта. Мы хотим привить спорт в наш поселок Уснера. Заранее подготовленная лыжня многим давалась с трудом. Уступали, но не сдавались. До финиша дошли все. И болельщики болели от души. Бежала первый раз, вставала на лыжи очень давно, но благодаря моим друзьям, они за меня болели, я бежала первый. Разного рода соревнования закаляют характер и способствуют продвижению здорового, активного образа жизни. Ну вот и пошли наши соревнования по лыжному спорту. Очень прекрасно, что эта традиция у нас возрождается. Ну, со своей стороны хочу сказать, что молодежь очень слабенькая. Не прививают детям вот это спорт, не прививают. В свое время меня отец таскал на лыжах, мы ходили в волейбол, играли. Вот. Также я детей стал вводить на горнолыжную базу. У меня сейчас и дети стоят, и зять уже стоит. И внуки будут стоять, я надеюсь.
Лыжный сезон на севере заканчивается, не успев начаться. Не стоит упускать возможности пробежаться на лыжах или встать на коньки. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Кирилл Бабичук, Усть-Нера. На этом наш эфир подошел к концу. Всем плодотворного, отличного дня и хорошего позитивного настроения. Оставайтесь на телеканалах Якутия-24 и будьте в курсе всех событий этого дня. А я напоминаю, друзья, что мы с вами всегда на прямой связи. Вы всегда можете писать нам в наш телеграм-канал «Утро Якутии» и там же узнавать последние актуальные новости. QR-код, который вы видите на своих экранах, переходите по нему, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе всех событий. Также напоминаю, что завтра, 19 апреля, телеканал Якутия-24 будет проходить профилактика, поэтому мы с вами встретимся в четверг и за это время подготовим очень много интересного. Так что с вами, друзья, мы обязательно встретимся, снова покажем наши любимые рубрики. Включайте телеканал Якутия-24 в 7 часов утра каждый будний день. Ну и, конечно же, смотрите и другие наши программы. А я с вами прощаюсь. Хорошего дня.